Уж вы голуби, уж вы белые. Это русская народная молитвенная песня, настоящая пасхальная, в дни, когда каждое слово и мысль особенно весомы. Хранители традиций особенно тщательно подходят к выбору, что можно петь, а что нельзя. В деревне, где живут всего 250 человек, к празднику праздников готовятся все. В каждом доме Нижней Баланды, русской деревни с татарским названием, которая могла бы называться Калинкино, пекут куличи по рецептам, которым лет уж 100. Когда дома испечешь, и в избе пахнет куличами, и паской. И вот уж все, чтобы было, сквозняка не было, в избе, чтобы тепло было. За 2 дня Зоя Евгеньевна вместе с внучкой приготовит около 30 куличей. В воскресенье и все последующие дни двери для гостей должны быть открыты уже после ночной пасхальной службы. С самого раннего утра, часов с 6, ждут прихода детей. Малыши обходят все дворы, и везде их ждут подарки. Во многих деревнях, если случается, что до кого-то не дошли, позабыли, то с сожалением и настоящей болью говорят еще очень долго. Пакетна бар кел, Алина. Маттур, чабын бегылтын бек сүйрер. Ой, маттур, мен жүллесі марда буштарна. Чуваши обязательно посадят ребенка на мягкую подушку, как птицу в гнездо, несущую солнечную весть. И здесь тоже накроют праздничный стол, где обязательно будет ева, то есть гнездо, колобок, каша и вода из родника, к которому сходились из всех окрестных много и разнонациональных деревень и сел. Главное украшение доверяют самым младшим членам семьи. Манкун, Пасху отмечают как главный праздник торжества жизни. Человек, который не радуется, считалось, что он не умеет жить. В эти дни в семье знаменитой и в нашей республике, и в соседней Чувашии певуньи Веры Уканеевой, отодвинув все городские дела, собирается вся родня. Когда мы просыпались в пасхальный день до восхода солнца, мы выходили вот туда к лесу и смотрели, как всходит солнце, и нам говорили, что оно играет. И нам казалось, что оно играет в детстве. Мы обязательно на Пасху надевали новые платья сшитые. Это означало, что мы будем здоровыми весь год. У меня соседка тетя Нина, русская она. Я каждый год я готовлю ей гостинцы. Да, подарок на Пасху. Это вы ей приготовили? Да. В доме, где собрались исполнительницы татарской песни, строго держат уразу, накрытый стол для гостей. И на Пасху, как и на все остальные праздники, двери открыты для всех. Мы специально готовимся еще. Татары, мальчики даже ходят, дети ходят, русские, чуваши. С утра они с мешками, с мешочками. Мы специально готовимся к их прибытию и тоже красим яйца. Изготовить, как сейчас бы сказали, сувенир, подарок с пожеланием счастья и здоровья, пасхальную голубку в центре русской обереговой куклы в селе Трудолюбово учит Гульчичек Хамидулина. Это на целый год кукла делается. Здесь в куклы не играют, и красота их значения не имеет, а несет другой смысл. В семейные обереги вкладывали всю свою любовь и силу. Какие-то прятали от посторонних глаз, давали с собой для помощи в дороге. Так вербница должна была охранить детей, отправляемых за ветвями. А созданная за неделю до праздника пасхальная была сигналом: в доме живут добрые люди. Эту куклу ставили на подоконник. И чтобы проходящие мимо дома видели, что в этом доме уже к Пасхе готовы. То есть убрались, прибрались, все у них готово, приготовили все, что необходимо для Пасхи. Видите, у нее красное лицо. Это обязательно нужно делать с красной ткани. Сегодня во всех церквях, больших и малых, звучит колокольный звон. Главный церковный праздник наступил. И мы сегодня в этой жизни очень часто обращаем внимание на то, что приходящее, на то, что материально, на то, что не имеет никакого значения для нашей с вами вечности. А вечность, она здесь, рядом. И тот, кто открывает свое сердце для любви Божией, он может найти для себя эту точку опоры, это счастье в жизни, которого всегда нам не хватает. В каждой песне уже наступившего праздника звучит торжество жизни. Возвестить о нем может каждый верующий, поднявшись на колокольню, и это уже церковная традиция. Вся предстоящая неделя, Светлая Седмица, должна быть наполнена радостью, общением и дарением. Под строгим запретом остаются ссоры и уныние. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов. 7 дней.